Здравствуйте! На телеканале «Салям» Ишимбайские новости. В студии Дина Мурзина. Коротко о главных темах выпуска. Уже третий месяц в Ишимбае проводится еженедельный санитарный день «Чистая пятница». На массовую уборку еженедельно выходят сотни ишимбайцев. В обновленном после капитального ремонта родильном доме в Международный женский день торжественно вручили свидетельство о рождении новых жителей города и района. В Ишимбае активно готовятся в паводку. В районе разработан план мероприятий, реализация которых позволит обеспечить безопасность населения во время половодья. На территории Башкирского кадетского корпуса ПФО установили бюст Героя России Александра Достовалова. Его имя это учебное заведение носит с 2014 года. На церемонии присутствовали премьер-министр правительства республики Ирик Сагитов, главный федеральный инспектор по республике Башкортостан Михаил Закамалдин, представители министерств и ведомств, общественных организаций. Почтить память супруга приехала и вдова Александра Васильевича Людмила Достовалова. Вот смотрю, какие все молоденькие, такие все хорошие вообще. Вот у меня внучок, вот я говорю, учись и будешь как дед. Гордиться надо таким. Сашка, он бессмертный был. Он на самом деле был бессмертный. Вот он, я его как-то спросил, он спрашивает, ты прыгнул? Я говорю, не страшно. Он, знаешь, как страшно. Ну, а куда, да. Всегда говорил, страшно и больно, и страшно. Ну, такой человек был. Открытие бюста состоялось накануне памятной даты – 20-летия подвига Александра Васильевича. В 2000 году заместитель командира батальона гвардии майор Александр Достовалов в бою с превосходящими силами противника у высоты 776 в районе населенного пункта Улус-Керт Чеченской Республики обошел вражеские кордоны и прорвался со взводом на помощь окруженной боевиками 6-й парашютно-десантной роте. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии майору Александру Достовалову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Уже третий месяц в Ишимбае проводится еженедельный санитарный день «Чистая пятница». Его ввели еще в конце прошлого года согласно постановлению администрации города. Определили зоны ответственности управляющих организаций, предприятий и учреждений. Горожан призывают принять активное участие в уборке и очистке прилегающих территорий от наледи и снега для поддержания чистоты и порядка. На очередном массовом субботнике побывала наша съемочная группа. За каждым предприятием закреплена территория, на которой сотрудники выполняют работы согласно постановлению о санитарном дне. В зимне-весеннее время это уборка и вывоз снега, устранение наледи. Мы вышли на улицу Геологическую от улицы Гагарина до Сахановской. Мы очищаем бордюры, край дороги, чтобы машинам было лучше ездить. И это приносит чистоту городу. Еще одна цель очистки города – безопасность жителей. Административная комиссия внимательно проверяет наличие наледи на лестничных маршах и ежедневно проверяет исполнение требований. На устранение нарушений дается до 2 суток. Если замечания за это время не исправлены, составляется протокол по административному правонарушению. Однако немало горожан, которые хотят сделать Ишимбай чище и лучше. Хотим сделать город чище, поэтому каждую неделю отдел благоустройства и в том числе городского поселения принимаем активное участие в этом мероприятии. На данный момент у нас закреплена территория от улицы Революционной до улицы Губкина. Это нечетная сторона. Мы здесь очищаем, получается, тротуарную зону. Главная цель «Чистой пятницы» – привести дорожно-уличную сеть города в нормативное состояние и улучшить санитарно-экологическую обстановку города. Данное предприятие является важным, так как за счет сил муниципалитета, за счет сил коммерческих и некоммерческих организаций мы приводим в нормативное состояние улично-дорожную сеть нашего города. Занимаемся расчисткой тротуаров от снежных накатов,
что позволяет обеспечить безопасность в первую очередь для наших пешеходов. Каждую пятницу на уборку выходит около 60 предприятий. Это почти половина из закрепленных в постановлении. Если одни стараются очистить город, другие не только не выходят на уборку территории, а загрязняют уже очищенные дороги. К примеру, на улице Лермонтова жители частного сектора кидают снег на очищенную проезжую часть и тротуары. Помимо санитарного дня под названием «Чистая пятница», ежедневно на улице города расчищать снег выезжают до 16 единиц техники. В ночную смену от 5 до 7 единиц. Дина Мурзина, Елена Рей, Айнур Рахметов для информационной программы. Реконструированные кровля, фасад, отремонтированные помещения, новая мебель. Таким стал роддом Ишимбая. В обновленном после капитального ремонта родильном доме в Международный женский день торжественно вручили свидетельство о рождении новых жителей города – Амелии Магадеевой и Мирону Марьину. Счастливых родителей поздравили родственники, представители отдела ЗАГС. Сама еще маленькая Самира с интересом рассматривает сестренку. Теперь их в семье 4, а на выписку в обновленный роддом пришла многочисленная родня. Поздравили роженицы, вручили свидетельство о рождении новых жителей города и района представители отдела ЗАГС. Поздравляю вас с рождением дочери. Здоровья, счастья. Спасибо. Маргарита Марьина на днях в 3-й раз стала мамой. Сын Мирон родился в начале марта. Его также встречали братья, папа, бабушки и дедушки. Волновались родители семей одинаково от семейного события и необычного теплого приема и прощания со стороны медперсонала, представителей ЗАГСа и прессы. Спасибо жене, конечно, персоналу. Спасибо. Здание роддома построено в 1951 году. Последний капитальный ремонт здесь провели в 1992. Благодаря принципиальному решению главы республики здание реконструировали. Увеличилось количество душевых, расширена операционная, появилась палата реанимации. Роддом готов принимать и партнерские роды. В связи с открытием круглосуточных постов по неонатологии, акушерству, анестезиологии и гинекологии у нас коллектив увеличился с 50 сотрудников до 71 сотрудника. То есть мы укомплектовали врачами-узистами, анестезиологами, реаниматологами и неонатологами. Ждем прибытия еще специалистов, потому что приглашаем на работу. Мы очень любим свою работу, мы очень любим свой родильный дом. Мы патриоты этого города, мы патриоты своей работы, своей специальности. Мы за то, чтобы родильный дом, он был, есть и будет, это без слов. А о том, что в городе есть перспектива строительства нового перинатального центра. В перспективе в Ишимбае построят и перинатальный центр. Все планировочные работы согласованы. В этом году пройдут торги по выбору подрядной организации для составления проектно-сметной документации. И в нынешнем году запланировано проведение ее госэкспертизы. Дина Мурзина, Ильназ Беккузин, Айнур Рахметов для информационной программы. Крепость защитили и чучело сожгли. В селе Скворчиха реконструкторы отметили Камаедицу – древний славянский праздник. Его проводят весеннее равноденствие. Согласно славянским верованиям, светлые боги возвращаются в явь, входят в силу после зимы. Помимо главного смысла праздника – прощания с зимой и встречи весны – это и медвежий праздник. По поверьям, в сию пору медведь, лесной хозяин, просыпается в своей берлоге. В гости на Камаедицу приехали представители Новгородской области. Злых зимних духов отправилась прогонять и наша съемочная группа. Марена лютая, барышня беспощадная. На Руси верили, что именно повелительница зимы, ночи и вечного сна не пускает весну в города и деревни. Прогоняют злых духов всем миром. Одни атакуют, другие защищают снежную крепость, которая в итоге обязательно сдастся. Темные силы повержены. Теперь, согласно поверьям, нужно сжечь чучело. Совсем как в Масленицу. Славянская Камаедица празднуется весеннее равноденствие. Историческая реконструкция в самом разгаре. Как и на Ивана Купала, в Камаедицу прыжки через огонь обязательны. Воссоздал древний праздник Максим Сувернев. В Скворчихе, на земле его предков, воссоздано и древнее славянское подворье. Здесь своя аутентичная атмосфера. Костюм полностью из натуральных тканей. В основном с ручной вышивкой, это вот ткачество, это ткачество на берде, то есть, да, женщины сидели и вот, пряли, вот там вон кудель подготовленная, ткали обязательно, то есть все это
происходило в доме. Каждый дом обеспечивал себя сам. Так, по словам молодого историка, жили восточные славяне IX века. Центральное место в восстановленном подворье Максима занимает изба, собранная по древнерусской технологии. Убранство избы тоже воссоздано, опираясь на археологические данные. Впрочем, отличалось от современного не только жилище древних славян, характер у людей, по словам Максима, был совершенно другой. Характер древнерусского жителя, он намного отличается от того, что сейчас представляем из себя мы. Мы во многом очень изнежены, во многом мы не можем противопоставить ничего природе. То есть не то, что мы не можем противопоставить природе, мы наоборот ей противопоставляем в укор ей. Славяне жили как вот по-природному, да, они понимали ее циклы, не вмешивались в нее, а брали то, что вот она сама давала. Не рубили леса, как это сейчас говорят, они там свели леса в степях, то есть там были леса, они степи вырубили. Не было такого. Археологических данных нет. Даже топоры, это достаточно маленький такой коэффициент из всех находок. Также древние славяне обладали упорством, наверное. На этом отражалась жизнь. То есть вот этот хутор, он в принципе мог стоять один на 25 километров. Помимо главного смысла праздника прощания с зимой и встречи весны, это и медвежий праздник. По поверьям, в сию пору медведь, лесной хозяин, просыпается в своей берлоге. В этот день славяне обязательно пекли блины и несли его в лес комом. То есть сейчас говорят, первый блин комом, это значит первый блин не получился. Изначальный же вариант этой пословицы – первый блин комом. И несли его в лес, задабривали пробуждающихся медведей, чтобы они не драли скотин. Старославянские гуляния обязательно сопровождаются песнями, хороводами и игрищами. Древняя Камоедица в Скворчихе стала по-настоящему солнечным праздником. Духов прогнали, чучело сожгли. Теперь можно ждать весну. Гори, гори ясно, чтобы не погасло, чтобы все метели разом улетели. Дина Мурзина, Арсен Рахмангулов для информационной программы. В Ишимбае прошел смотр готовности сил и средств к пропуску весеннего паводка. Предприятия и организации представили автомобили, оснащенные спецоборудованием, которое может быть задействовано в случае ЧС. На смотр представители службы экстренного реагирования в составе пожарной части, медицинских работников, сотрудников аварийно-ремонтных бригад, а также организаций, обеспечивающих газо-, электро-, тепло- и водоснабжение. Комиссия по чрезвычайным ситуациям осмотрела технику. Сегодня экстренные службы района готовы к действиям на случай ЧС. Особое внимание уделяем оснащенности предприятий, то есть и водоканал, и горгаз, и электросети, так как и как муниципальные электросети, и Башкирэнерго. Сегодня мониторинг состояния рек ведется круглосуточно. Определено несколько зон потенциального подтопления. На оттекаемых паводком территориях района при необходимости будет организована работа пунктов временного размещения. Надеваешь маску, открываешь этот. И в продолжении темы в районе разработан план мероприятий, реализация которых позволит обеспечить нормальную работу предприятий, инженерных коммуникаций и обеспечить безопасность населения. Сотрудники МЧС выезжают в населенные пункты района для того, чтобы предупредить и научить жителей быть готовыми к предстоящему половодью. С деревни Байгузина наш следующий сюжет. Вот, как никто готовы к паводку. Вот. Но тем не менее, разрешите вам дать памятку. Вот. Что делать в случае начала половодья внезапного? Жители деревни Байгузина к паводку готовы. Резиновые сапоги – главный атрибут гардероба в весеннюю пору. 4 улицы населенного пункта ежегодно затапливают воды реки Тайрук. Сегодня, пока нет большой воды, сотрудники управления МЧС раздают памятки. Спасатели напоминают жителям о мерах предосторожности. Если уж вдруг настолько сильно пошла вода и вы не можете выбраться из дома, то совет собрать быстро все свои вещи и подняться на верхние этажи. Граждане намерены встречать большую воду у себя. Многие уже знакомы с мерами безопасности. Тайрук разливается ежегодно, независимо от количества снега. А на улице Арал немало новых жилых домов. Мы переехали 4 года тому назад в деревню Байгужа. Не знали, что у нас по улице Арал такой паводок. Оказалось, что вот такая ситуация.
Вот сами как бы постарались, ходили в болотных сапогах. Спасатели доводят до жителей последние данные об уровнях воды, прогнозе, а также уточняют, есть ли запасы продуктов, лекарств, возможность зарядить телефон. На отсекаемых паводком территориях района при необходимости будет организована работа пунктов временного размещения. Как обычно, паводок он наступает незаметно, и вода прибывает интенсивно, поэтому с нашей стороны, со стороны местного самоуправления, то есть организовывается взаимодействие, так сказать, чтобы оперативно реагировать на данные стихийные бедствия. В прошлом году администрацией Байгузинского сельского совета и Министерством экологии республики была разработана проектная документация, согласно которой совсем скоро начнутся работы по расчистке русла и углублению реки Тайрук. На эти цели выделено более 6 миллионов рублей. Рабочая группа, которая сейчас будет работать подряд, организация, она выиграла вот этот тендер, стертамасские ребята, мы их ждем, вот они должны приехать. Ну, сумма, конечно, 6 миллионов 100 рублей заложена на эти работы. Вот к этим паводкам мы уже готовы. Ждем эту бригаду. По предварительным расчетам, в зоне паводка могут оказаться 64 дома в 9 населенных пунктах района. Это в городе Ишимбай, деревнях Карайганова, Салихова, Армитрахимова, Янгяул, Октябрь, Восток, Урняк и Байгузино. Эти населенные пункты включены в реестр, утвержденный постановлением правительства республики. В них подготовлены пункты временного размещения людей, животных и птиц. Дина Мурзина, Ильназ Беккузин для информационной программы. Мир, дружба и вдохновение. Так описывают свой коллектив воспитанники танцевального коллектива «Премьер», который на днях отметил свой 10-летний юбилей. За эти годы ребята накопили разнообразный репертуар. Сегодня в копилке танцоров 25 номеров различных жанров и направлений хореографии, десятки постановочных работ. О коллективе «Юбиляре» наш следующий сюжет. С таким настроем ходит на занятия каждый участник коллектива. Руководитель, профессиональный хореограф Ирина Серова свою танцевальную карьеру начала с 6 лет. Она выпускница муниципального ансамбля народного танца «Берхамут». После учебы вернулась в родной город и решила создать детский танцевальный коллектив. Так, в 2010 году в городском дворце культуры начал свою работу «Премьер». В 2013 году коллективу дали звание образцовый, где мы его дважды подтвердили. Направление идет на гимнастику, на развитие пластичности детей. Более старшие дети, направление идет народное. Коллектив сегодня – небольшая хореографическая школа, в которой обучаются более 70 человек от 4 до 16 лет. Основу репертуара составляют танцы народов мира, современные композиции, миниатюры разных жанров, эстрадные и классические номера. По словам руководителя коллектива, главное – это желание ребят познать искусство танца. Я рада, что я пришла именно в этот коллектив, потому что танцуя, так скажем, разные народные танцы, я получаю от них море, так скажем, позитива и заряда, который помогает мне. Для меня танцы – это жизнь. Здесь я могу расслабиться, могу просто забыть о своих проблемах и просто провести хорошо время. Я хожу на танцы 4 лет. Мне мама записала, чтобы я держала осанку прямо, чтобы была хорошая походка, и я была стройной. С 5 лет занимаюсь танцами «Премьер». Ирина Ринатовна нас очень танцует. Она очень добрая, мы ее любим. А еще «Премьер» – это большая и дружная семья. Дети танцуют, а родители помогают в пошиве костюмов, подбадривают детей перед каждым выступлением. И, конечно, они самые верные зрители коллектива. У меня в эту группу в «Премьер» ходят 2 внучки. Ходила 3-я внучка, приболела. Но мои дети, внучки, ходят с удовольствием на танцы. Дети меньше уже как бы сидят за по
потом много друзей у них, общение большое. Дети свободно себя чувствуют и в обществе, и на сцене. Коллектив «Премьер» – активный участник республиканских, российских, международных конкурсов и фестивалей. Неоднократные победители и призеры танцевальных состязаний. Сегодня коллектив готовится к поездке в Самару на международный фестиваль хореографического творчества, а также к юбилейному отчетному концерту в городе, который обещает быть ярким. Дина Мурзина, Айнур Рахметов для информационной программы. И на сегодня это все. Всего доброго. До свидания.